Многолетняя мечта кадетов понемногу становится реальностью. Плавательный бассейн закрытого типа уже радует учащихся. Правда, пока только видом. В 2022 году кадеты смогут развивать свои физические способности не только на спортивных площадках, но и в воде. Строительством бассейна занимаются несколько бригад. Ведутся фасадные работы, проводят отопление, заняты благоустройством прилегающей территории. А внутри возвели железобетонную конструкцию, которая служит в качестве стен бассейна. Одно залили бетоном. Как мы сегодня с вами видим, данная площадка уже практически ближется к завершению. У нас практически идет взаимодействие и с подрядной организацией, которая выполняет данные работы. Непосредственно мы во взаимосвязи с заместителем председателя правительства, который у нас курирует данное направление, с Тимур Неричем Фатаховым. Находимся в тесном контакте и, соответственно, контроль за проведением работ проходит, соответственно, на должном уровне. И все работы, которые сегодня выполняются на территории кадетского корпуса по возведению данного объекта, выполняются с требованиями соответствующих стандартов. В скором будущем мы рассчитываем, что данный бассейн в полном объеме будет запущен, и, соответственно, мы рассчитываем, что мы не только будем навыкам плавания обучать наших кадетов, но и других обучающихся со школ республики. Здесь строится не просто бассейн, а целый плавательный комплекс. В здании разместятся раздевалки, кабинеты инструктора и медицинские. А чаша бассейна 25 на 8,5 метров и глубиной от 1,5 до 3 метров. Это позволяет проводить не только занятия по плаванию, но и заниматься дайвингом. В будущем зеркало бассейна разобьют на 5 плавательных дорожек. Одним словом, все на уровне. В прошлом году Республика Ингушетия посетила делегация военно-морского флота Вооруженных сил Российской Федерации во главе с командующим. И в ходе личного общения с главой Республики Ингушетия Махмудали Макшариповичем Калиматовым на вопрос, почему процент обучающихся в вузах военно-морского профиля представителей Республики Ингушетия столь низок, та сторона ответила, что, к сожалению, навыками плавания представители Республики Ингушетия, которые поступают в вышеуказанные учебные заведения, не обладают. Построить бассейн в кадетском корпусе предложил глава региона. Работы начались здесь в начале года, а к его концу подходят к завершению. Махмуд Али Калиматов лично ознакомился с ходом строительства. Глава тогда отметил, что бассейн станет важной частью жизни кадетов, а умение плавать – необходимость при поступлении в большинство военных вузов. У меня в планах на будущее поступить на воздушно-десантные войска, которые находятся в Рязани. И было бы неплохо, если бы у меня с ранних лет была возможность заниматься в бассейне, делать тренировки, плавание в общем. Но на данный момент у меня такой возможности не было на базе, на учебе. Но я думаю, такая возможность будет у подрастающего поколения, чтобы им в дальнейшем было легче при поступлении в какие-то вузы, им это может пригодиться. У меня есть планы поступить в военную академию связи имени маршала Советского Союза Буденного. Мы там будем сдавать физическую подготовку, подтягивание на перекладине, бег 100-метровка и плавание будем сдавать. Я плаванием занимаюсь в Карбулаке. Если бы здесь был бы бассейн, было бы намного легче. На сегодня в учебном заведении учатся более 200 человек со всех уголков республики. А плавательный бассейн – не последнее изменение, которое ждет кадетский корпус. Дальше только больше. В планах у главы и правительства сегодня это возвести на территории кадетского корпуса это лазерный тир, идентичный стрелковому, с продолжением армейской полосы препятствия. На сегодняшний день у нас проходят уже демонтажные работы по сносу зданий, которые у нас не эксплуатируются, для того, чтобы начать эти работы. В чем необходимость здесь? Данная необходимость заключается в том, чтобы мы, учитывая то, что кадетский корпус носит военно-патриотический характер, основная наша задача – это подготовка наших воспитанников к служению Родине. И, соответственно, после окончания кадетского корпуса, получив определенные навыки, наши дети поступают в высшие военные учебные заведения и уже практически бывают готовыми специалистами. Строительство тира и полосы препятствия для сдачи нормативов ГТО позволит не только улучшить данные учащихся. На территории корпуса можно будет проводить военно-патриотические сборы и соревнования республики и даже округа. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24.